Здравствуйте, меня зовут Элилева Ксения, и я студентка Башкирского педагогического университета. Обучаюсь я на художественно-графическом факультете по направлению декоративно-прикладное искусство и дизайн. Если вы все еще думаете, что учеба в университете это очень скучно, и будучи студентом вы ничем не будете заниматься, кроме того, как вечно что-то учить, то, скорее всего, вы просто не знакомы с художественно-графическим факультетом Башкирского педагогического университета. Художественно-графический факультет – это одна большая дружная творческая семья, которая всегда будет с тобой рядом и всегда тебя поддержит и поможет, если у тебя возникнут трудности или просто тебе станет грустно. Став частью этой большой семьи, ты сможешь вместе с ней участвовать в яркой и насыщенной жизни университета, посещать различные кружки, творческие мероприятия и стать звездой самого главного студенческого праздника. Но если ты еще не готова выступать на публике, то не торопись расстраиваться, ведь найти занятие по душе сможет даже самый скромный и стеснительный. Ты можешь помогать создавать невероятные декорации для студенческих праздников, находиться за кулисами во время мероприятий и поддерживать участников. Кроме того, на нашем факультете реализуется множество социальных проектов, которым нужна твоя помощь. Участвуя в них, ты можешь не только помочь людям, но и познакомиться с самыми милыми и добрыми собаками на свете. Так же, как и я, стать участником проекта «Трогательный Башкортостан», создавать уникальные тактильные иллюстрации и макеты для слабовидящих людей. И, может быть, участие в таких проектах поможет тебе с реализацией твоих собственных проектов и идей. А теперь я предлагаю вместе со мной попробовать одну из наиболее простых и интересных техник создания авторских игрушек, изучив которую вы научитесь создавать собственные уникальные изделия ручной работы. Техника папье-маше. Сегодня мы сделаем игрушку в технике папье-маше, а именно символ Швеции – далекорлийскую лошадку. Для сегодняшнего мастер-класса нам понадобятся стеки, пластилин скульптурный любого цвета, емкость 2 штуки, кисти для росписи нашего изделия, конечно, краски, в моем случае это акрил, наждачка, чтобы потом отшкурить наше изделие, и салфетки. Салфетки можно заменить на любую бумагу, будь то газета или даже любая бумага для принтера. Но желательно, чтобы эта бумага была помягче. Поэтому я буду использовать сегодня салфетки. Первым этапом вам необходимо взять скульптурный пластилин и вылепить заготовку. Я это сделала заранее и вылепила вот такую лошадку. Для начала вам нужно взять воду и бумагу, порвать бумагу на маленькие кусочки и, макая их в воду, покрыть всю заготовку. Мы не используем на первом этапе клей для того, чтобы после высыхания мы могли легко снять нашу форму с заготовки. Далекорлийская лошадка – стилизованная деревянная фигурка лошади, игрушка, которая является национальным символом шведского королевства. Далекорлийская лошадка является предметом народного промысла провинции Даларна. Изготавливают игрушку многие населенные пункты провинции, но самое крупное и одновременно старейшее производство расположено в деревне Нуснес, коммуны Мура. Традиционная фигурка лошадки вырезается с соединенными ушами и без хвоста, окрашивается в красный цвет, а сбруи разрисовывается бело-синими узорами. В первой половине 20 века стали популярными 2 новых базовых цвета игрушки – красно-коричневый и светло-серый с пятнышками, конь в яблоках, с оттенками синего. Размер игрушек варьируется от сантиметровых фигурок до увесистых полуметровых сувениров. В традиционном исполнении игрушку изготавливали из дерева, но поскольку данный материал требует определенных знаний и навыков, то я решила выполнить данное изделие из бумаги, которое не потребует вам специальных навыков, и вы сможете выполнить его самостоятельно. Считается, что первую игрушку вырезал неизвестный краснодеревщик, который, закончив очередной стул, из оставшегося материала вырезал лошадку для детей. Первое упоминание о деревянных лошадках появляется в 1624 году в проповеди о легкомыслии, которая приводит к греху гордыни. Но несмотря ни на что, лошадка оставалась любимой игрушкой светских детей.
В маленьких хижинах долгими зимними вечерами родители вырезали деревянные фигурки, чтобы порадовать своих домочадцев. Купцы покупали лошадок, а затем в провинциях, где такие игрушки были еще неизвестны, продавали или меняли на еду. Так, в XVIII веке лошадка начала свое путешествие по Швеции, получив второе рождение. Игрушку начали раскрашивать, внешний вид стал праздничным и ярким. В конце XIX века и начале XX производством игрушки уже занимались многие семьи. Обычно в семье муж вырезал фигурки, жена расписывала. Несмотря на разнообразие, большинство лошадок имели длинные шеи и пышные гривы, что роднит их с норвежскими деревянными лошадками. Кто-то приделал игрушкам кожаные поводья. Итак, мы закончили с первым этапом, мы покрыли нашу лошадку полностью салфетками. И теперь нужно приступить ко второму этапу. Она у нас немножечко подсохла. А теперь нам понадобится вода и клей. Мы размешаем в емкости немножечко клея с водой. Консистенция должна быть очень жидкая, почти как вода, но мы добавим туда клея. И повторим процедуру еще раз, только с клеем. Потом нужно немножечко второй слой подсушить и проделать процедуру еще пару раз. В итоге должно получиться слоев 5-6, для того, чтобы лошадка была очень крепкая. После чего нужно ее хорошо просушить. Так, приступим. Наливаем немножечко клея. Обычного клея ПВА и добавляем туда воды. Хорошо все это перемешиваем. И приступаем ко второму этапу. Точно так же рвем салфетки на маленькие кусочки и покрываем нашу лошадку. Для того, чтобы не запутаться со слоями и знать, сколько мы их сделали, я буду менять салфетки разного цвета. Второй слой я буду делать салфетками белого цвета. Итак, наша с вами лошадка высохла, и теперь нам нужно снять ее с заготовки, то есть вынуть пластилин. Для этого нам нужно ее разрезать пополам и достать пластилин. В 1920 году 24-летний Гранос Андерс Олсен начал вырезать на продажу деревянные лошадки в пекарне своего отца. Это были черно-белые игрушки на платформе с колесиками. В 22 году он открыл мастерскую. Гранос был старшим среди 9 детей. Еще двое его братьев, Нильс и Янос, помогали ему изготавливать лошадок после школы. Старшему брату Нильсу было тогда 9 лет, а младшему 7. В 1937 году на Всемирной выставке в Париже красная деревянная лошадка стала популярным шведским сувениром, а уже в 1939-м далекорлийская лошадка представляла Швецию на Всемирной выставке в Нью-Йорке как символ страны. В 1999 году Марго и Томас Хольст открыли первый в мире музей далекорлийских лошадок, собрав более 150 экспонатов со всех уголков Даларны. И вот что у нас получается. Две половинки. Теперь нам нужно их склеить между собой и покрыть еще несколькими слоями салфеток. Приступим к этому.
Так, наша лошадка высохла, и перед тем, как приступить к покраске, мы должны ошкурить ее. Приступим к этому. Ну вот мы ошкурили нашу лошадку, она стала более гладкой, и теперь мы можем приступать к покраске. Для этого нам понадобится вода, краски акриловые и кисти, несколько штук. Приступим. Последний штрих. Ну и все, наша лошадка готова. Можем любоваться, можем поставить на полочку и радоваться тому, что мы ее сделали. В этой технике можно сделать огромное количество других игрушек, используя данную технологию. Надеюсь, вам понравилось.